Видеоурок по дисциплине «Международный маркетинг». Тема раздела «Теории международной торговли». Тема занятия «Парадокс Леонтьева». Подготовила преподаватель специальных дисциплин Алматинского финансово-правового и технологического колледжа Тумарбекова Маида Муратовна. Цели занятия. Образовательная цель. Обозначить, в чем заключается парадокс Леонтьева. Определить статистику Леонтьева, а также получить объяснение парадокса. Развивающая цель. Развитие критического и аналитического мышления у обучающихся, а также развитие навыков творческого подхода к выполнению заданий. Воспитательная цель. Формирование условий сознательной дисциплины обучающихся, расширение общеобразовательного кругозора и формирование ориентации обучающихся на повышение степени восприятия и усвоения учебного материала. Вопросы для рассмотрения включают содержание парадокса, доказательства выводов Леонтьева, статистику Леонтьева и объяснение парадокса. В заключении предложен список рекомендуемой литературы и домашние задания. Парадокс Леонтьева заключается в том, что теория Хекшера-Олина не всегда подтверждается на практике, то есть трудонасыщенные страны могут экспортировать капиталоемкую продукцию, а капиталонасыщенные страны могут экспортировать трудоемкую продукцию. В 1953 году американский ученый-экономист Василий Леонтьев провел исследование и проанализировал структуру внешней торговли Соединенных Штатов Америки в 1947 и 1951 годах. В конце 40-х, начале 50-х годов XX века Соединенные Штаты Америки считались относительно капиталонасыщенной страной. Согласно теории Хекшера-Олина, они должны были экспортировать капиталоемкий товар, а импортировать трудоемкий товар. Василий Леонтьев сравнил соотношение затрат капитала и труда, необходимых для производства единицы импортного товара, с аналогичным соотношением, необходимых для производства единицы экспортного товара. Ожидалось, что капиталоемкость американского экспорта превысит капиталоемкость американского импорта. Однако ожидаемые результаты не подтвердились, и американский импорт был более капиталоемким, чем американский экспорт. Это означало, что США являются трудоизбыточной страной. Данный результат получил название «Парадокс Леонтьева». Если сравнить затраты капитала и труда, необходимые для производства импортного товара, с затратами капитала и труда, необходимыми для производства экспортного товара, и результат будет меньше единицы, значит страна является капиталонасыщенной. Если же данный результат будет больше единицы, значит страна является трудонасыщенной. В этом заключается статистика Леонтьева. Объяснением парадокса Леонтьева может служить тот факт, что избыточный американский капитал направлялся не в производственные мощности, а в развитие человеческих ресурсов. Это достигалось путем дополнительных затрат на обучение и профессиональную подготовку кадров. Таким образом, для производства американского экспортного товара использовался высококвалифицированный труд работников. Согласно выводам Василия Леонтьева, экспорт сырья является капиталоемким, так как требует для своей добычи использования дорогостоящего оборудования. Этим объясняется приток иностранного капитала в развивающиеся страны, так как они являются основными странами-экспортерами сырья. На данном слайде приводится рекомендуемый список литературы. Домашнее задание – ответить на вопросы самоконтроля по теме «Парадокс Леонтьева». Ответы принимаются на платформе Plm.kz.
Благодарю за внимание.